Агропромышленный сектор – одна из ключевых отраслей Ингушетии, которая активно развивается с каждым годом. Сегодня сотни жителей республики сели за парты, чтобы проверить свои знания в аграрном деле. Задания уже лежат перед участниками. Их порядка 50 человек. Все это сотрудники Минсельхоза и подведомственных учреждений. Наше ведомство является главным аграрным ведомством нашей республики. И вот все мы с вами ведем политику в этой сфере. И, соответственно, уровень сложности наших анкет, он самый высокий. Перед началом диктанта рассказывают о правилах и важности проведения такого мероприятия по всей стране. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» в своем обращении рассказал, что диктант будут проводить на 9000 площадках по всей стране. Ожидается участие миллиона жителей России. Аграрный сектор России за последние годы совершил огромный шаг вперед. Внедрение цифровых технологий, умных и беспилотных систем сегодня делают работу на земле современной и престижной. Сельское хозяйство – это своего рода наука. Чтобы продукция была вкусной и экологичной, необходимы квалифицированные кадры, которые разбираются в своем деле. Можно сказать, агродиктант помогает выявить пробелы в знаниях. Всего 30 вопросов, на их решение 45 минут. Диктант охватывает все ключевые направления – от растениеводства и животноводства до цифровизации и агротуризма. Все эти знания особенно важны для тех, кто работает в сельскохозяйственной сфере. Было очень интересно вспомнить тогда, когда я учился. Конечно, сейчас многое поменялось с внедрением IT-технологий. Сейчас у нас повсеместно внедряются IT-технологии, поэтому, конечно, очень полезный диктант. Формат проведения акции гибридный, онлайн или офлайн. В Ингушетии она проходит более чем на 40 площадках. Они находятся на базе школ, вузов, предприятий агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Есть и особо крупные площадки, которые охватят больше всего человек. Ингушский госуниверситет, Назрановский аграрный техникум и Ингушский политех. Что важно, вопросы разделены на 4 возрастные категории. Дети до 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК и взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Я сам закончил сельскохозяйственную академию в городе Нальчик и работал в этой системе уже давно. Для меня это, как сказать, не очень трудно было. Были вопросы по плодородию почвы, что влияет на продовольственное безопасности нашей страны. Каждая площадка самостоятельно проверяет бланки участников, опираясь на ответы, которые будут опубликованы на сайте агродиктанта. Участники смогут узнать свои результаты, начиная с 20 числа. Проект преследует сразу несколько целей: повышение уровня знаний о сфере АПК у широкого населения, популяризация аграрных профессий среди молодежи, привлечение внимания к важности сохранения российских сел и демонстрация вклада сельскохозяйственных предприятий в обеспечение продовольственной безопасности страны. Я думаю, что наши участники покажут самый высокий результат по итогам оценки анкет. Данный агродиктант, он, я думаю, позволил многим участникам, во-первых, обновить свои знания в сельском хозяйстве, плюс что-то новое узнать для себя в сопутствующих отраслях сельского хозяйства. Агродиктант реализуется федеральным партийным проектом «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком. Поддержку оказывают Минсельхоз России, Миноборнауки, Госдума и другие представители аграрного сообщества. Этот диктант не экзамен, а возможность узнать больше об аграрном секторе и улучшить свои знания в этой отрасли. А это особенно важно для Ингушетии, которая делает ставку на развитие сельского хозяйства. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.